Проведение сборов определено законодательством Российской Федерации, в частности, законом о воинской обязанности и военной службе, в котором говорится, что до призыва на военную службу юноши должны пройти подготовку в образовательных учреждениях. В этом отношении сибайские ребята всегда отличались активным участием. У нас уже сложилась хорошая традиция, когда старшеклассники весной отправляются на учебные сборы, где они держат своеобразный экзамен на зрелость и показывают все то, чему научились за предыдущий учебный год. В этом году будущие защитники Отечества собрались на стадионе «Труд». Их поприветствовал начальник отдела образования Гаяс Хасанов. Хочу пожелать вам здоровья, удачи, успехов. И заканчивается учебный год. Я думаю, что вы в школе получите хорошие оценки. Ну и вот эти сборы покажут, как мы готовы к защите своей родины. За несколько дней военных сборов школьникам придется пройти настоящую школу выносливости. Им предстоит метать гранаты, стрелять и маршировать. Кстати, насчет последнего. У ребят уже неплохо получается маршировать, сказалось участие в параде в честь 70-летия Великой Победы. Основная задача стоит десятиклассников подготовить на жизненную позицию, чтобы они знали боевые военные уставы, знали строевые приемы. И, конечно же, по тактической подготовке у нас будет занятие завтра. После открытия мы планируем сегодня принять у них физическую подготовку, огневую подготовку, а следующий день у нас будет тактическая подготовка с выходом в поселок Аркаим в составе пешей колонны. В этом году в сборах участвует более 100 ребят. Это помимо студентов средних специальных учебных заведений, которые пройдут подготовку у себя в колледжах. Военные сборы – это готовность не только к армии, но и к взрослой жизни, уверены старшеклассники. Эти военные сборы дают многое. Они нас научили уже выживать в полевых условиях. То есть за первые 2 дня мы прошли много. Основы выживания, как я раньше сказал, мы учились стрелять, поскольку я раньше не умел, научились хорошо разбирать военное оружие. Строевая подготовка, конечно, нам тоже многое дает. Сплотить наш город, получается, всех моего возраста юношей, чтобы они знали, что такое армия, подготовка к ней, чтобы знали, чего ожидать. Они должны знать, как ходить строем, как... Не знаю, разобрать, собрать оружие, как стрелять правильно. Несколько дней, конечно, очень мало для того, чтобы не только подготовиться к армии, но и проникнуться патриотизмом. Но организаторы уверены, задачи своей они достигнут. Алина Полянская, Айгуль Хамитов, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.